И это может быть как пример для других наших родителей, чтобы отдавали своих дочерей на художественную гимнастику. Добрый день, друзья! Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию Рамина Ахмедова, многократная чемпионка по области и по Казахстану по художественной гимнастике и многократный призер международных турниров. Я рада, что вы пришли к нам на встречу. Благодарю вас. Спасибо, что позвали. Коротко о себе. Почему именно художественная гимнастика? И кто вас привел туда маленькой девочкой? У меня не было выбора. Ну, обычно у маленьких детей нет выбора. Да, у меня не было выбора. Мне было 5 лет. Мама предложила отцу, что вот есть секция художественной гимнастики. Давай девочек отдадим. У меня есть старшая сестра. И, отец был согласен. То есть отвели меня вместе с сестрой. Мы начали этот путь вместе. Просто в течение года, сестра рано закончила. Это такой вид спорта. Не каждый там сможет остепениться, да? И сестра рано закончила, я продолжила. Меня втянуло, это мне очень понравилось сразу. Получается, что маленький ребенок адаптировался к такому графику раннему, утром рано вставать, и эти поездки. Да, сначала это было что-то вроде такое интересное, что-то новое. Да, потом уже, когда ты к этому привыкаешь, ты в этом остепеняешься, это уже там уже идет ответственность. Вот, это уже становится стилем жизни. Такая маленькая девочка, но вы уже понимали, что вам это нравится. И вот эта дисциплина, которая есть в спорте, она, в принципе, вас не напрягала, вы были готовы к ней, да? Да, это мне помогало как-то сначала отдавать свою энергию в правильное русло. Вот. Ребенку, когда он еще ребенок, он не понимает, что это сложно, или наоборот, как-то завлекало меня. Вот. А потом уже, да, когда я становилась старше, эта дисциплина вошла в привычку уже, там уже было сложно, там уже было намного сложнее. Если есть цель, тебе это легко дается. Вот. Легко никогда ничего не бывает, поэтому легко, когда мы маленькие, а уже потом это становится немножко сложнее. Рамина, расскажите, пожалуйста, о своих первых победах. Что вы ощущали? Как к этому относились домашние, родители? Родители, конечно, с гордостью относились к этому. По Алмате я всегда была первой. Я всегда шла вперед. И очень запомнилась мне победа. Это был мой первый выезд в 10-11 лет мне было. Я тогда попала в сборную города. Проходил чемпионат республики в городе Семипалатинск. Там девочки со всего Казахстана собрались. И там я выиграла золото, сама того не ожидая. Вот, Рамина, такой еще вопрос интересный. Сама по себе вот эта линия спорта ваша, это как-то нетипично, да, для курдской девушки. Как в целом общество к этому относилось? Что вот курдская девушка, и она вот в художественной гимнастике, первой победы, как воспринималось это? Воспринималось это тоже все критично, конечно, потому что, то есть папа где гордился, говорил, что вот у меня дочь там на соревнованиях, там выиграла, здесь выиграла. И у него всегда спрашивали, а как ты ее отдал вообще в спорт? А он стоял всегда на своем, то есть, значит, так нужно было, я так захотела. На тот момент всегда были такие вопросы. А сейчас это уже по-другому воспринимается. Сейчас даже уже мои ровесницы где-то, они говорят, вот почему вот тебя отдали, а меня не отдали? Вот я бы тоже хотела, но бы мешает. Вот. У каждого свое. Да. Я не могу сказать, что вот вы такие плохие, там вы своих дочерей как-то ограждали. Там. Нет, просто на тот момент это еще было не так развито, скажем так, не так это понимали, наверное, как сейчас. Угу. Теперь мы можем гордиться же вами, Рамина. Теперь мы можем сказать, что в Казахстане есть курдская спортсменка Рамина Ахмедова. Она чемпионка, призер по художественной гимнастике. И это может быть как пример для других наших родителей,
чтобы отдавали своих дочерей на художественную гимнастику. Причем сейчас Рамина, у нее деятельность, она руководитель по художественной гимнастике в области. В принципе, это можно реализовать. Правильно? Я вообще на самом деле являюсь старшим тренером Алматинской области и президент Федерации гимнастики Алматинской области. Вот, пожалуйста. Что хочу сказать. Я знаю много детей, которые занимаются в Алматинской области. Детей очень много. Есть одна девочка, Бабаева София, она 2015 года рождения. И она только-только начинает свой путь. Она в гимнастике уже 4 года, если я не ошибаюсь. Результаты у нее уже хорошие на сегодняшний день, да. Но она одна. Пока она одна. И, конечно, мне приятно то, что есть, да, но очень обидно, что среди такого количества детей она одна. Будем надеяться, что вот это интервью, которое я у вас беру, увидит молодое поколение, молодые родители, и наверняка кто-то решится отдать. Просто, понимаете, художественная гимнастика – это абсолютно женский вид спорта. Соответственно, у нас тренеры, они все женщины. Эти девочки, они... Вот София к моменту, когда она завершит, допустим, свою спортивную карьеру, она закончит школу, она уже может работать тренером точно так же и тренировать точно так же девочек. Понимаете? Ну, то есть, почему бы и нет? Это, мне кажется, это очень правильно, это очень хорошо. Да, тем более, пока есть такая возможность. Я, заканчивая школу, я уже там могла работать. То есть у меня уже к этому времени был мастер спорта, я уже могла спокойно работать и зарабатывать. То есть и не где-то там, да, не где-то, а в своем же зале, в котором я росла. Поэтому я считаю, это очень хорошее дело. Рамина, вот вопрос о том, что вы руководитель спорта по области, по художественной гимнастике. Можете чуть-чуть раскрыть вот этот момент? В нашем виде спорта такая позиция. То есть ты зарабатываешь себе имя, потом это имя работает на тебя. В моем случае было как, что когда я достигла своих вершин в спорте, мне поступило предложение стать старшим тренером одной частной школы, которая располагалась по Алматинской области. Ну, предложение меня заинтересовало, я согласилась, мы начали работать, и в момент расширения у нас встал вопрос, что нам нужна федерация. Мы взяли федерацию, я стала во главе федерации, стала президентом Федерации гимнастики по Алматинской области и, соответственно, стала старшим тренером Алматинской области. То есть, получается, на сегодняшний день у меня 3 должности. Вот. В чем заключается основная работа? Я отобрала себе самых талантливых девочек и стабильно 3 раза в неделю я с ними работаю. А остальное время я посвящаю федерации и школе. Финансирование таких школ. Как этот вопрос решается? Нас не финансируют вообще. То есть вот этот проект, который запустили Артспорт, он идет от каждого региона, и это государство, да, оно оплачивает, допустим, часовую тренировку каждого ребенка. Рамина, расскажите немного о своей работе в федерации и о своей группе. Я читала, ваша группа называется Айсулу. Не группа, школа Айсулу. Это, да, вот куда меня пригласили работать, это частная школа Айсулу. Директором является Назгуль Суранчиева. То есть у них главная цель была это развить художественную гимнастику в Алматинской области, потому что как такового, этого вида спорта в Алматинской области не было. В основном только в городе Алматы, да, помимо других городов. И у них не было цели заработать. На сегодняшний день эта школа также, там очень мизерная оплата. И также они входили по проекту Артспорт.
И большинство детей, которые числятся в этой школе, они числятся бесплатно. Они занимаются бесплатно. Это важно. Да. И то есть, и когда я вела агитацию, говорила, что приглашайте девочек наших, курдианок, да, чтобы они приходили к нам, они бы точно так же занимались бесплатно. Ну, что входит в основную вашу деятельность? Продвигать детей Алматинской области дальше. Но вот смотрите, мы проводим очень крупные турниры, то есть чемпионат Алматинской области. Он у нас проходит ежегодно 2 раза в год. У нас вот на последнем нашем турнире участвовало 750 детей. 750 детей, которые занимаются по Казахстану. Художественной гимнастикой. Художественной гимнастикой в Казахстане. По Казахстану. Да, к нам приезжали из других городов. Сейчас очень большая конкуренция, и, соответственно, ребенок выбирает, где ему участвовать. И мы идем на то, чтобы к нам хотели приходить. Вот. Мы шли к этому долго. Ну и на сегодняшний день, да, слава Всевышнему, что набираются обороты. Друзья, пока Рамина дает такую возможность, как руководитель данного вида спорта, и двигает этот проект, пожалуйста, подумайте о том, чтобы своих детей, своих девочек отдавать в эти школы. Ну, вы понимаете, 750 детей, и среди них нет ни одной курдской девушки. Это печально. Одна есть? Одна есть, Рамина? Я не только про себя. Я про Софию, да. Я уже не действующая спортсменка, а она у нас вот действующая спортсменка. Пусть будет еще больше. Пусть будет больше. Тем более вы говорите, что вы в Усеке открыли, а там очень много курдов живет. Да, кстати, вот это очень важно. В центре, там буквально в центре открыт филиал наш, да. В городе Исык. Он уже 3 года как действует, и за 3 года нету детей. Вот так вот. Я надеюсь, после этого интервью ситуация поменяется. Да, да. Рамина, вот вы сказали, что в результате такого труда, да, вы заработали себе имя, да? И я знаю, что к вам приезжают журналисты, с Курдистана приезжали, да? И вот в скором времени тоже намечается интервью с вами. Каково это, когда ты становишься такой уже известной личностью и несешь какую-то определенную ответственность? Как вот вы коммуницируете, когда у вас интервью берут, и особенно, когда с Курдистана приезжают? Каково это? Расслабляться нельзя. То есть, когда ты имеешь определенное имя, да, ты еще больше должен следить за собой, что ты говоришь, как ты говоришь, что ты за своими действиями, да, вот, то есть должно быть всегда так, чтобы не было такого, сказала одно, получилось другое, вот, везде нужно следовать своим принципам, да, вот. Конечно, да, меня знают в мире спорта и в городе, и по Казахстану, и по области, да, помимо этого всего. И нельзя ошибаться, вот так я вам скажу. То есть контроль держится не только в спорте, он держится во всем. Да. Рамина, вот расскажите о своих последних достижениях ваших учеников. Самое последнее достижение это было в июне месяце. Мы ездили на международный турнир в Ташкент. Приехали с очень хорошими результатами, да. Наши девочки взяли 10 золота и 4 серебра. Очень хороший результат. Это очень хороший результат был, да. При том, что это был крупный международный турнир, там было 9 стран-участников. И среди них мои девочки показали себя очень достойно. Но 14 медалей – это неплохо. Конечно. 14 из 14. 14 из 14 побед. Да. Я желаю вам в дальнейшем точно таких же побед. Спасибо. Ну, мы рассчитываем на больше. Да. Рамина, я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли на встречу. Благодарю за интересную беседу. Желаю вам успехов и спортивных достижений.
Желаю вам всего самого хорошего. Благодарю за то, что позвали. Желаю вам также развития в вашем деле. Пусть принесет это и пожнет хорошие плоды для вас. Хорошо, спасибо. Всем всего хорошего.